Октябрь прошлого года. В Сыктывдинском районе происходит страшное ДТП. В школьный пазик на полном ходу врезается лесовоз. 3 погибших, много травмированных. А это уже декабрь. Район Сысольский. Экскурсионный «Мерседес» вылетел в кювет и перевернулся. Пострадавших 12 человек, 4 – дети. Ну и напоследок совсем недавний случай недельной давности. В Ухтинском районе в лобовом столкновении погиб троицко-печорский тренер по лыжным гонкам Константин Губин, перевозивший одну из своих подопечных на очередные соревнования. Во всех происшествиях причины разные, но объединяет их одно. К термину «организованная перевозка детей» эти случаи отношения имеют самое отдаленное. А все потому, что ужесточенными правилами сегодня для многих лучше пренебречь, чем их выполнить. За скоростью изменений никто просто не успевает. С 3 января были внесены изменения в 2 нормативных документа. Это правила дорожного движения и наше любимое постановление правительства 1177, которым мы, в общем-то, все руководствуемся, да, ну и императивный, скажем так, нормативный акт, который в большей части регламентирует деятельность подразделений ГИБДД, это 941 приказ, вы его тоже наверняка все знаете, МВД Российской Федерации, кто занимается организованными перевозками групп детей, они наверняка с ним ознакомливались и знают, о чем идет речь. Так вот, что касается правил дорожного движения, значит, более четко сформулировано понятие «организованная перевозка групп детей», и сегодня это понятие звучит следующим образом. Это перевозка в автобусе, не относящемся к маршрутному транспортному средству, группы детей численностью 8 и более человек, осуществляемая без их родителей или иных законных представителей. Что из этой формулировки, что для нас теперь стало более понятно? Да, если перевозка, допустим, осуществляется на рейсовом автобусе, неважно в каком количестве там дети едут, а он двигается по маршруту, это не будет организованной перевозки группы детей, то есть тут в пределах города группы детей, передвигающиеся на общественном транспорте, не будут признаваться организованной перевозкой группы детей. Впрочем, по мнению руководства ГИБДД, инспекторы прекрасно понимают все сложности с документальным оформлением групповых перевозок, поэтому идут на уступки. Да, непрерывный стаж водителя до поездки должен теперь составлять не меньше года, но зато мораторий на возраст автобусов, а по закону они должны быть не старше 10 лет, продлен до июля. То есть возить детей на стареньких пазах пока еще разрешено. Но есть нюансы. Если, например, будет установлен проблесковый маячок, без него будут штрафы. А их в прошлом году было предостаточно на 156 тысяч рублей. В результате проведенных осмотров транспортных средств в процессе их эксплуатации были выявлены следующие нарушения. В путевых листах отсутствовало имя, отчество медицинского работника, проводившего предрейсовый или послерейсовый медицинский осмотр. Отсутствовало время проведения медосмотра, не отражены сведения о проведении предрейсового контроля технического состояния транспортного средства. Значит, в 2 случаях отсутствовал договор фрахтования при осуществлении организованной перевозки группы детей по заказу. Были выявлены несоответствия водителя, выполняющего организационную перевозку группы детей, квалификационным требованиям. Также не было проведения предрейсового инструктажа водителя по безопасности перевозки детей. Еще один важный момент – состояние дорог. Понятно, что зимой все недостатки полотна скрывает снег, но даже он не помог 35 автотрассам в республике. Они признаны несоответствующими безопасности дорожного движения. И почти половина из них – вотчина муниципальных властей, а значит, будут выводы. Максим Васильев, Павел Фетисов, телеканал Юрган, Сыктывкар.